Ну, о Станиславе Черчесове, как о тренере, у меня уже сложилось свое определенное мнение, как о тренере очень сильно. Мне так кажется, что если бы в 2009 году московский «Спартак» не расстался с ним, то сейчас мы бы уже имели чемпиона России в их лице. Понимаете? Но ему не дали доработать. Ну а затем его тренерская судьба, в общем-то, мне кажется, складывается нормально. Сейчас, во всяком случае, он как тренер показал себя в работе с Грозненским Тереком. И вот сейчас, работая в Перми с Амкаром, он, так сказать, сразу видно, рука тренера, сразу команда заиграла так, как, то есть привлекает игрой своей болельщиков на трибуны и показывает результат. Если раньше Амкар там несся в атаку с открытым забралом, и у него ничего не получалось, как в атаке, так и в защите, то сейчас это солидная команда. Ну и сам тренер, он, считаю, солидный. Что касается «Динамо», то мне кажется, что с Черчесовым им повезло. Почему? Потому что ситуация такая, когда команда идет там на 4-м месте и ставит высокие цели, и вдруг руководство сомневалось в Петреску. Ну, насколько это объективно, мне судить трудно, но то, что в «Динамо» игра не идет, это факт. Поражение от Анжи это доказывает. А вот Черчесов может с таким составом, сильным составом, наладить комбинационную игру, в первую очередь, и результативную. Тем более в ее составе, так сказать, играет талантливый Кокорин. И вообще состав, так сказать, отвечает тем требованиям, которые ставятся перед командой, претендующей на место в Лиге чемпионов. Он требовательный, знает себе цену, и дай Бог, чтобы у него все получилось.